Это... А что называется? Зубайда. Зубайда. Удостоверить нужно? Кания Ахметовна. Удостоверить. Легко. Нет. Азашайтайын ба орысшаны? Сізге қалай ыңғайлы? Жарайды, орысшайтайын өйткені мені весь мир смотрит. Хочу, чтобы все смотрели. Так, значит, я дочь казахского народа, истинная патриотка. Зубайда, конечно, давайте так, сейчас там еще люди меня ждут. По существу начнем. Ну, я представляюсь, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Я борец за наше светлое будущее, противник Назарбаева и назарбаевской системы. Вышла на тропу борьбы, но мне затыкают рот. За что? Сейчас на меня подняли этот уголовное дело, будто бы я здесь, в этом здании 13 мая оскорбила будто бы этого полицейского, как будто бы... 13 мая? Да, 2020 года. В прошлом году? Да. Ну, конечно, в этом году 13 мая еще не было. Я думал, может, вы с Мартом путаете, поэтому... Ой, и вот этот Утепов, который сидел на мне на снегу. Здесь, в КПП, да? Да, здесь. Я увидела преступника в погонах, который при всем народе сидел на мне, на бабушке, на маленькой, на снегу, да еще. Еще в машине меня ударил, унижал, обзывал. То есть преступление совершил, а я на эмоциях, как женщина, я не могла же возле него пройти, как виновная, как преступница, как будто я его боюсь. Я, конечно, должна свои эмоции показать. И начала плакать, конечно, говорить, что вот этот на мне сидел, вот он меня бил, он меня забирал 10 декабря. И, конечно, я не знала, как, у меня только слова, Нурбот, Нурбот, 278, вторая часть. Нет. А сейчас на какой стадии дело? Апелляционный суд прошел. Что-то она, арғын айтып жүр звондайтын, кім жүйесін серікті. Что-то енді трубка ұстамайды, сотка ұстамайды. Енді басқа адамдарды қабылдап жатырмын да, қиын болмаса звондап жүресіз ғой, Сәкен Сәметке. Күтіп тұрған, Базарбаев қашын. Так, по 278 часть. Вторая часть. Второй, сейчас, минуту. Оскорбление назарбаевских Это, псов. Получается, рапорт подал сотрудник полиции, да? Да, сотрудник полиции, но его заставили, я знаю. Еще 3 мальчика, охранники городской прокуратуре. Подождите, как вы сказали, 270? 278, вторая часть. Вы же должны выучить. Не, вы, по-моему, это недоброкачественное строительство, статья Уголовного кодекса. Как? Недоброкачественное строительство. 278 статья. Ну вот, 278. Есть у вас под рукой какой-нибудь документ? Приговор? Приговор. Или там, что есть у вас? Я потом вам предоставлю. Как статья именуется? Оскорбление при исполнении. А, все, понял. Далее продолжайте. Ну и вот. Значит, ему можно, мужчине, большому, жирному, толстому, в гражданской форме, за мной бежать, пугать, еще оскорблять и сидеть на мне, пихать машину. А мне нельзя, да, просто 3 слова сказать за то, что он меня унизил, оскорбил, честь мою. Какое наказание вам назначили? Мне назначили первая инстанция, суд, 8 часов общественной работы и 14 тысяч тенге штраф. Апелляционный суд оставил в том же Без изменения? Без изменения. Но мы с адвокатом пойдем еще в Верховный суд, а потом Международный суд. Скажите, сейчас можно подать в Международный суд? Верховный суд когда будете подавать? Оскорбление представителя власти? Да. А, 378.
Вы сказали 270, как 300. 300? Да, да. Вы говорите 270, поэтому... Без разницы. Я думаю, что статья такая 270. Мы могли бы некачественное строительство. Оскорбление представительства власти при исполнении своих обязательств. Совершенная публичная инвестиция. Ну вот, после нее еще один человек. По вам, смотрите, мы заявление же ваше приняли, зарегистрировали. Мы подаем в Международный суд. Сейчас вопрос уточним. Так, я подожду все-таки. Хорошо, ладно. То есть в Международный суд я даже могу поехать в Америку, полететь, чтобы решить, я эти 80 часов работать не собираюсь. Я вам не раб. Я не раб, я учительница. Вы коротко можете, вот, суть Потом. вопроса, вы, у нас какое требование к нам? Я обращаюсь все время сюда, пишу заявление. Но всякие отписки с этого генерального прокуратуры, мы туда направили, мы сюда направили, потом какие-то двухэтажные эти числа, трехэтажные, потом 2 предложения, мы направили, мы рассмотрели, мы Зубайда Ахмедовна, смотрите. Законность этих судебных актов. Я обращалась. Да, какой ответ? Я и МВД обращалась. Алло. Давай. Я перезвоню? Или там что-то срочное? Хорошо. Я хочу просто, чтобы меня оставили в покое эти киллеры МВД и Назарбаевской системы и спецслужбы Назарбаева. Они меня со двора, с улицы забирают, пихают машину в гражданке, в трико, в масках. Вы обращались письменно, жалобой? Я всегда обращалась. Никаких решений, никаких. Есть ответы? Ответы есть, я принесу, я просто сегодня... Давайте, ну, если что, детально разбираться, принесите ответы. Завтра можно к вам? Ваши жалобы. Завтра суббота, давайте на следующей неделе. На следующей неделе дежурный прокурор вас примет. Во сколько? В течение дня, каждый день здесь дежурный прокурор. Мы поочередно здесь по графику Ой. дежурим. Хорошо? Так, потом самое легкое И сейчас вы просто смотрите, напишите сразу подготовьте жалобу конкретно, допустим. Хорошо. По каждому факту, да, вот. Хорошо. С чем вы там не согласны были? Все свои доводы приведите мотивированно. Сейчас напишите пока, ничего не предприняли. Я в декабре еще приходила с жалобой, написала заявление. Сайты вот эти всякие дурацкие, нурботовские, ферма, нурботовские. Сидят эти молодые люди, которые окончили IT-специалисты бывшие. Они сейчас про активистов всякую чушь составляют. Это надо же в РОВД снимают криминалисты на свою камеру, криминалисты, у которых этот документ должен лежать, и вообще они не имели права меня снимать. Они, главное, меня доводили, били, уронили, били, обзывали, еще снимают меня и еще выкладывают в интернет. Какое они имели право вообще, криминалисты, меня снимать и еще выкладывать в интернет? Преступники! Напишите, чтобы эти сайты очистили тут же при мне. Давайте, во-первых, вы не положите голос. Я на экран, чтобы этот... Я здесь с утра людей принимаю, не даете? Нет, я все время прихожу, убирайте с сайта всякие дурацкие видео, оскорбительные, провокационные. Вы сюда к нам пришли, правильно? Я вас официально принимаю, как дежурный прокурор. Можно спокойно тон говорить? Нет. Я вас прошу, здесь надо общественный порядок соблюдать. Это ваша жена в белом халате спокойным тоном говорит. А я защищаю свои права. Я права свои защищаю. Можно спокойным тоном я говорю? Я вас прошу. Я свои права защищаю. Я знаю, своим спокойным тоном. Мне это затрудняет, когда хорошо. На меня там... Нет, вы напишите сайты, чтобы очистили тут же. Я вас понял. Первый, у вас жалоба не согласия с судебным актом, да, в отношении вас, да. Вас осудили. Второй вопрос, это на действия сотрудников правоохранительных органов. Третий вопрос, вот этот вопрос, вы это тогда знаете, как на следующей неделе, когда будете приходить к нам, вы заранее уже дома подготовите нам жалобу письма. По пункту, первый пункт. Я с адвокатом подготовлю. Да, с адвокатом. Можете с адвокатом. Второй так, пункт. как вас зовут? Ильяс Санныбаев.
Сандубаев Ильяс Сатаевич. Угу. Хорошо? Все.